Казалось бы, в Таджикистане столько предоставляется работы, но почему так много людей, которые не трудоустроены? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Власти столицы организовали ярмарку вакансий рядом с рынком Мардикоров, разнорабочих в Душанбе, и предложили сотни рабочих мест. Однако количество соискателей на этой ярмарке было мизерным. Безработные, а также разнорабочие, ищущие работу по соседству с ярмаркой, не возлагают больших надежд на такие компании. Ярмарка, открывшаяся утром 31 марта и продолжавшаяся до полудня, предлагала работу на Рагунской ГЭС в частных компаниях и государственных учреждениях. Ярмарка проходила вблизи рынка разнорабочих в Душанбе. Шамсидину Халову, приехавшему на ярмарку в поисках лучшего заработка, предложили вакансию водителя на Рагунской ГЭС. «Я не знаю, какие там условия работы. Мне сказали лишь, что эта вакансия предполагает 20 рабочих дней. Спальное место и питание предоставляет работодатель. Нужно самому разок посмотреть», — сказал тот житель Душанбе. Первый вопрос, которым задается Шамсидин и большинство других соискателей на ярмарке, о заработной плате. Некоторые, узнав размер зарплаты, спешно покидают ярмарку. На ярмарке представлены вакансии с оплатой труда от 500 самани. Максуда Манонова, представитель распределительных энергосетей Душанбе, приехала на ярмарку, чтобы найти электрика. Их учреждению требуется 17 электриков. Максуда Манонова признает, что зарплата, которую предлагают за эту работу, невысокая. За 8-часовой рабочий день предлагают 1170 самани в месяц. Это слишком мало. А нам нужно 17 электриков. Пока подали заявление 3-4 человека, сказала она. С нехваткой рабочих рук сталкиваются не только государственные предприятия, но и некоторые частные компании и предприятия. Но им очень сложно найти кадры, несмотря на огромное количество безработных в стране. Алишер Курбанов, начальник службы такси «Максим», сказал, что им требуется 50 сотрудников в отдел по работе с клиентами, но на объявление о вакансии откликнулись лишь 15 человек. А как вы думаете, почему такая ситуация? Организаторы ярмарки сказали, что в этот раз специально провели мероприятие у рынка разнорабочих, чтобы обеспечить работой большое число соискателей. Но мардикоры не проявили интереса к ярмарке. Деловар Аскаров, житель Васейского района, имеет опыт обращения на ярмарки вакансий. По его словам, в прошлый раз ему дали лист бумаги с номером телефона, по которому он должен был связаться. Но когда он позвонил, ему сказали, что работы нет. Собеседник объяснил, почему больше не интересуется подобными ярмарками. Предлагают 1500-2000 самани в месяц. На жизнь этого не хватит. Если живешь в столице, возможно, можно было бы и растянуть. А на рынке мардикоров, если есть работа, можно за 10 дней заработать 2-3 тысячи самани. Еще и обеспечивают спальным местом и питанием. А условия работы на государственных предприятиях хуже. Безработица – одна из актуальных проблем в Таджикистане, которая вынуждает тысячи людей отправляться в трудовую миграцию. Власти регулярно организуют ярмарки вакансий, чтобы обеспечить людей работой. Но, похоже, соискатели ими не интересуются и говорят, что предложение с более высокой заработной платой, может быть, и заинтересовало бы их. А как вы думаете, возможно ли, что в ближайшее время в Таджикистане смогут организовать нормальные рабочие места с высокой оплатой труда? Или таджики так и продолжат уезжать за границу, особенно в Россию, на заработки? Напишите свои мысли. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.